Когда вы впервые встретились с Ухсаем? И как это было? Как запомнилась эта первая встреча? Я даже не знаю, когда мы впервые встретились, но мы были знакомы с ним все время, Мгм. всю жизнь. Мгм. Я знал его, вот старшие товарищи. Но мужики говорили, вот есть такой парень, Слахпусен Пусажи, Ага. Слахбашның Башлымалая. Ага. Это вот такой мы слыхали. И потом этот Башлымалай появился в нашей деревушке, Мусина. Мы от Бежбуляка километров 10, он учился в Бежбуляке. И вот в каникулы, в выходные дни, он, наверное, в соседних Базлыке бывал, и к нам. Он дружил, вернее, наши родственники уважали его. Этот парень такой уважительный сам, хороший, но мужику что надо. Вот пусть ажа, а и в то же время не гордый, а с нами вот советуется, нам помогает. У нас дома был он, с отцом дружили. И он мне первый подарок сделал. Этот подарок, вот сейчас не помню, не знают даже ребята. Наконечник металлический для карандаша. И с этим, с пружинным держателем еще. Вот сюда верхний карман пускаешь, закрепляешь, ходишь. Ну, ты важный человек. Вот это помню, это первый подарок от Ухсая. Кофе? Что это? Кофе. Потом я вот этот и говорю, Ухсай, для меня, например, я очень любил читать. Но читать мы еще 7-8 лет начали учиться, а у нас в деревне в 1931 году впервые школа открылась. До этого ни школы, ничего не было, и учащихся не было, учителей не было. Вот этот грамотный, умный человек, пусть Ладжа Ухсай ходил к нам в деревню. Конечно, нам это приятно было, знаться с ним. Потом вот 4 класс кончили, у нас дальше школы уже не было. Мы отправились в Аитово, вот, окончившие этот начальную школу. Аитово от нас километров 60, пешком. Никакого транспорта, ничего не было. Вот. Причем через мордовскую деревню, еще через русские деревни. Рядом не было татарских школ, поэтому мы далеко ушли. А Ухсай, он наш. У нас же говорили, ай, пирин хамурын чуваш. Наш он чуваш. Это не бежбулякский, а наш. Это считали его, ну, совсем своим. Он совсем своим и был, наверное. А дальше уже, когда мы стали взрослыми людьми, мы с ним очень часто встречались. Он писал мне. Вот сейчас, по-моему, все письма я отдал товарищам из Чебоксар. Писал. Ругал он меня, когда я был уже секретарем обкома. Вот вопросы экологии. Сегодня ведь экологией все занимаются, а в то время экологии еще этого слова не знали. Вот. Он ругался за то, что мы небрежно или не по-хозяйски, не по-дружески относимся к природе. Это очень, ну это, наверное, общая беда поэтов. Он любил природу, нашу природу особенно. Даже вот эти
ну, Слакбашевский, Сельбийские, Березы. Разве сравнишь таких мест, таких красоты, такой красоты больше нигде нету. Я много видел, много ездил по свету. Таких нету. Вот даже такая трава очень простая, мы говорим, матрушка. Матрушка ведь нету такой матрушки, как у нас. Я из Бежбуляка однажды целую охапку матрушку привез сюда, в Уфу. Матрушку, которая... Там друг у меня был, редактор газеты Семенов, может, знал? Да, Семенов. Петр Трофимович. Это я его не знал, Семенова. А? Его не знал. Александра Федоровича я знал, он попозже, наверное. Это попозже. Вот. Тогда эту матрушку мне жена высушила и отправила к моему фронтовому товарищу в Ригу. И потом из Риги он писал: я ведь гостей приглашаю, чтобы пить вот этот чай с матрушкой, бежбулякской, башкирской. У нас вообще... Ты вот сам бывал в Сельбии? Был. Несколько раз. Это же такое уникальное место. И дальше Сельбийская долина. Ну, такой красоты где еще найдешь? И вот на этой горе, Гусли горе, и сказал мне свое завещание, свое пиллене. Яков Гаврилович, вот здесь будете меня хоронить. А эту историю знаешь? Да, нет, про это не слышал. Я был тогда редактором газеты «Казалтан», и меня обком направил руководителем делегации деятелей культуры Башкирии на 75-летие Константина Иванова, Слакбаш. Ну, все эти мероприятия очень интересны, народу очень много было. Вот, затем много гостей, писателей из Москвы, из Чебоксар, из Уфы. Потом на горе по дороге на Сельби местное руководство организовало угощение гостям. Вот. И улучив момент, ко мне этот Яков Гаврилович подошел, говорит: пойдем, пройдемся. И мы пошли по этой горе. Это ведь, ну, гору представляешь, наверное, Да. длинные гора. Да. Там, наверное, сейчас уже березы старые, а тогда еще вот молодые березы были. До того благоухало. Это ведь в мае месяце, до того красиво. И, ну, в общем, глядя на все это, хотелось не просто радоваться, а плакать хотелось. Мы бережем ли, знаем ли мы цену этому. И вот мы шли, вышли уже на опушку, и отсюда открылся такой горизонт. Вообще с ума сойти можно, до того красиво. Тут к местным красотам уже появились нефтяные вышки. Все это очень интересно было. Он стихи читал. Вот это стихи я, конечно, не помню. Я помню только, что это о черном свете. Вот. Я черный цвет не люблю, черных цветов не люблю. Я содержание примерно говорю. Но придется ведь... Я и черную землю не люблю, но придется в черной земле лечь. Вот примерно вот такое стихотворение. Ну, я был в какой-то степени растроган, и мы долго молчали, и он говорит: вот, Тагир, вот здесь меня похороните. Я говорю: да ты что, с ума сошел? Да я не сошел с ума, я еще не сейчас собираюсь умереть.
но придется ведь умереть. Вот я уже сейчас дважды старше Мажита Гафури. Я уже долго пожил. Ну, ему тогда, наверное... В общем, я уговорил его, давай не будем еще умирать. Посмеялись и вернулись мы туда. И несколько раз, он ведь часто приезжал сюда, он бывал у меня дома, на работе, напоминал несколько раз: ты помнишь, куда меня хоронить? Я потом однажды, он у нас как раз был, дома ночевал. Я говорю: ты, Яков Ильич, надоел со своей смертью, умри только, похороним где хочешь. Он говорит: ну и договорились, вот так. И, между прочим, это шутка шуткой, потом мне ночью звонила дочь Якова Гавриловича из Чебоксар. Он минуту смерти вспомнил меня. И дочерям сказал: если с похоронами будет осложнение, звоните Ахунзянову, вон телефон там-то. Вот они мне звонили, появились осложнения, потому что тут бюро обкома Чевашского решило похоронить народного поэта в центре Чебоксар. Вот. А мы знаем, он хотел лечь на Гусей горе. Вот как быть? Я говорю: действительно, вот такое он неоднократно мне говорил. Я, дождавшись утра, позвонил Прокопьеву. Прокопьев Илья Павлович был первый секретарь Чувашского обкома тогда. Это давнишний мой друг был. Он в свое время тоже идеолог. Мы общались часто. И вот я ему рассказал. Вот такое ведь завещание у Якова Гавриловича. Он говорит: хорошо, я соберу бюро обкома. И вот он, собрав бюро обкома, рассказал, оказывается, вот какое завещание у него. У Якова Гавриловича: как будем? И товарищи поддержали. Надо уважить покойника. И вот мне сообщили, что, значит, привезем. Объявили в Чебоксаре по радио, по телевидению: товарищи, вот, значит, будет прощание. Народный поэт, тело его увезут, вот во столько часов с ним будет прощание. И вот самолет с его телом поднялся в воздух, дважды облетел Чебоксары, дал крыльями прощальные движения и взял курс на Уфу. Его привезли, это жаркое время, лето было. Вот когда я встретил там в аэропорту, и приехали наши товарищи, кому поехать уже положено было. И вот я в эту жару, когда поцеловал лоб Якова Гавриловича, горячий какой-то день, а лоб как лед.